Инту посетили руководитель службы стройжилтехнадзора Ольга Микушева и председатель комитета Коми по тарифам Анна Тюрнина. В ходе рабочего визита были проведены ряд совещаний с руководителями управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и руководством округа, а также прием граждан по личным вопросам. На встрече с руководителями управляющих компаний Ольга Микушева напомнила представителям обслуживающих организаций об их обязанностях. Далеко не все ЖЭКи предоставляют населению качественные коммунальные услуги. Работы по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов выполняются не на 100%. В службу стройжилтехнадзора поступают жалобы от жителей разных муниципалитетов Коми, в том числе из Инты. Сейчас очень важно своевременно очищать дворы и кровли от наледи и снега. Своевременность уборки дворовых территорий. Очень много в этом году мы выявили нарушений со стороны управляющих организаций. К сожалению, они есть и у вас на территории вашего муниципального образования. Не вовремя убираете дворовые территории. И сейчас я проехала сегодня по вашему городу. В принципе, дворовые территории очищены неплохо. Сосулек я практически нигде не увидела. То есть все убрано, молодцы. Но просто хочу обратиться к вам, предупредить. Сейчас начнется тепло, начнет таять у нас просто с такой скоростью, сосульки начнут образовываться, поэтому, пожалуйста, своевременно их убирайте. Не допускайте обращений граждан, потому что будут обращения, будут проверки и будут, соответственно, привлечение к административной ответственности, чего бы очень не хотелось. Поэтому вы держите, пожалуйста, этот вопрос на контроле. Если говорить о целях моего визита, то это рабочая поездка. Я рассмотрела сегодня 5 административных дел в отношении управляющих организаций, которые допустили нарушения при управлении многоквартирными домами. Одна управляющая организация не провела общее собрание собственников помещений, в то время как собственники, обладающие более чем 10% голосов, обратились на управляющую организацию с заявлением о проведении такого собрания. 3 дела были связаны с протечками с кровли и с непринятием со стороны управляющих организаций мер по устранению данных протечек. И одно административное дело касалось несвоевременной уборки снега с дворовой территории. Все управляющие организации привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа. Далее, конечно же, я проехала по городу, посмотрела состояние дворовых территорий, содержание кровель на предмет наличия свесов, сосулек. И здесь хотела бы отметить, что я удовлетворена состоянием дворов на сегодняшний момент, и я не зафиксировала, не увидела ни одной кровли, где бы были сосульки. То есть видно, что управляющие компании работают. За зиму поступало какое-то количество обращений от жителей Инты в наш адрес. Все эти обращения мы брали сразу же себе на контроль, мы передавали данные в ГЖИ по городу Инте, они выходили в рейды и фиксировали вот эти факты нарушений. Но если сравнивать с другими муниципальными образованиями, то их было немного. И видно, что управляющие организации Инты работают, и это очень радует. Ну и, конечно же, традиционно я всегда встречаюсь с управляющими организациями, потому что вопросов при осуществлении деятельности всегда и у управляющих организаций много, и у нас очень много, может быть, вопросов, которые мы хотели бы довести до управляющих организаций, и эта работа, она направлена прежде всего на профилактику правонарушений. Эти встречи нужны для того, чтобы обеспечить, снабдить управляющие организации информацией для того, чтобы они не нарушали те обязательные требования, которые они должны соблюдать. На совещании руководитель службы стройжилтехнадзора довела до сведения информацию, касающуюся новых правил и сроков подготовки к отопительному периоду, которые вступают в силу уже с 1 марта.
Сразу скажу, что требования по подготовке к зиме, они ужесточились, и причем ужесточились существенно. И управляющие организации, конечно же, должны ознакомиться с этими правилами. Документ такой очень объемный, весомый, изменений много, поэтому мы сегодня проговорили основные моменты, которые содержатся в этих правилах, но будем еще совместно с управляющими организациями, с органом местного самоуправления изучать документы, будем готовиться к новому отопительному периоду. Я думаю, что это не последняя встреча сегодня по данной тематике. Вы должны обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, обеспечить готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии, обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию и организовать коммерческий учет тепловой энергии. Также это то, что касается закона о теплоснабжении. С 1 марта вступает в силу еще правило обеспечения готовности к отопительному периоду и порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, которые утверждены приказом Минэнерго номер 2234. Знакомились с этим приказом? Этот приказ, он вступил у нас, заменил приказ 103. 103 приказ у нас был на 8 страничках, этот на 138, по-моему, да, очень такой объемный документ. В отличие от прежних правил, которые только определяли порядок оценки готовности к отопительному периоду путем проведения уполномоченными органами проверок, новые правила в первую очередь устанавливают обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду. Введено новое обязательное требование – составление плана подготовки к отопительному периоду, который должен содержать результаты анализа прохождения 3 прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период. Кроме того, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования. План подготовки к отопительному периоду, что очень важно, он разрабатывается и утверждается управляющей организацией не позднее 30 апреля. Осталось совсем чуть-чуть, буквально 2 месяца. И этот план, он должен быть согласован с теплоснабжающей организацией. Это нужно для того, чтобы синхронизировать мероприятия, которые требуют отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок, тепловых сетей сетевой водой. И в течение 5 рабочих дней со дня утверждения план необходимо направить в орган местного самоуправления. Затем, не позднее 5 рабочих дней после утверждения, план подготовки к отопительному периоду должен быть размещен на официальном сайте управляющей организации. Если сайт отсутствует, то разместить его, он должен быть направлен в орган местного самоуправления для размещения уже на сайте органа местного самоуправления. Руководителей управляющих компаний и многих жителей Инты интересует, как изменится оплата за отопление с 1 марта. Во многих средствах массовой информации была опубликована новость о том, что регионам запретят переходить на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год. Теперь оплата должна осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. Действительно, в средствах массовой информации прошла такая информация об изменении порядка начисления платы за коммунальную услугу по отоплению. Но здесь я бы хотела успокоить жителей, эти изменения не коснутся Республики Коми. В Республике Коми принято решение о применении при начислении платы за отопление порядка расчетов равномерными платежами в течение года. И только жителям домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, предоставлено право самим принять решение о применении в отношении их конкретного дома порядка начисления платы только в отопительный период. Для нашей республики ничего не меняется. Все остается по-прежнему. Анна Тюрнина провела совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций и специалистами городской администрации. По видеосвязи к беседе подключились представители Министерства строительства Республики Коми, Комитеплоэнерго и Комитета по тарифам Коми.
В ходе совещания специалисты обсудили ряд технических и экономических вопросов, касающихся таких предприятий, как Теплоэнергия, Акваград и Интинская ТЭЦ. Одной из основных встреч у нас сегодня это являлась встреча, получается, с ПАОТО Плюс и, соответственно, Акваградом. В рамках этой встречи прорабатывался вопрос технического присоединения ПАОТО Плюс к Акваграду и приобретения ПАОТО Плюс воды у Акваграда. Данное технологическое присоединение и покупка воды позволит существенным образом снизить тариф на услуги Акваграда в сфере холодного водоснабжения. Поэтому этот вопрос мы сейчас прорабатываем с технической точки зрения и с экономической точки зрения. Если все параметры, которые прорабатываются, будут достигнуты, я думаю, что потребители увидят тариф сниженный существенно. Завершился рабочий визит в ИНТУ руководителей службы стройжилтехнадзора и комитета по тарифам приемом граждан по личным вопросам, который проходил на базе общественной приемной главы Республики Коми.